В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Внимание, тонкий лед. В Якутске началась совместная акция ГИМС, ГИБДД и службы спасения. 120 экстренных операций с начала года. В алмазной столице работает мобильный хирургический центр. Кому и зачем нужна вакцина? В стране начала работу всероссийская горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики. Совсем не тихо было в библиотеках Ленска и Нерюнгри. Там состоялись ежегодные мероприятия «Библия-ночь», посвященные году семьи и году детства. В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов. Система безопасности под названием «Пятница» предназначена для защиты важных масштабных объектов. Ее планируют представить на форуме «Армия-2024». Выставка пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Новая система поможет закрыть масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников. Говоря о смысле названия системы, разработчик пояснил, что данный проект был придуман в пятницу, и никаких скрытых подтекстов в нем нет. Программы страхования жилья в регионах снизят расходы при чрезвычайных ситуациях, отмечают эксперты. По данным Ассоциации профессиональных страховых брокеров и Банка России, в прошлом году количество выплат по ущербу, причиненному застрахованным строением граждан в результате стихийных бедствий, выросло на 25%. Такое повышение говорит о росте количества стихийных бедствий, а также их масштабов, а следовательно делает вопрос страхования жилья граждан АЧС еще более актуальным. Эксперты указывают, что в случае введения обязательной для регионов разработки программ страхования, граждане из субъектов с высокой вероятностью ЧС, в том числе паводков, смогут заключать договоры страхования жилья на достаточно выгодных условиях. Пока же закон о страховании жилья от ЧС предполагает субсидирование выплат со стороны государства. В России обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке до 12% для заемщиков с детьми старше 6 лет. 1 июля заканчивается срок действия 2 ипотечных программ с господдержкой. Льготное на жилье в новостройках по ставке 8% и семейным под 6%. На данный момент рассматривается несколько вариантов трансформации этих программ, один из которых повышение ставки до 12% для семей с детьми старше 6 лет. При этом такой уровень обсуждается для всего срока до 2030 года. В пресс-службе Минфина заявили, что окончательные предложения пока не сформированы. Неделю назад все ледовые переправы через Лену в районе Якутска официально закрыли. Но, несмотря на это, некоторые автомобилисты пренебрегают запретом и выезжают на лед. В связи с этим в Якутске началась акция «Безопасный лед», которую проводят инспектора ГИМС, ГИБДД и служба спасения. Подробнее расскажем в следующем материале. Сегодня автомобилистов, рискнувших переправиться с Нижнего Бестяха в Якутск через Лену по льду, ждал неожиданный сюрприз. В районе переправы на Даркалахе их встретил патруль ГИБДД и сотрудники ГИМС. Инспекторским составом ГИМС совместно с ГО ЧС и ГИБДД проводятся профилактические мероприятия по выявлению и недопущению выезда автомобильного транспорта на лед в период действующего запрета. Также хотелось бы обратиться к родителям несовершеннолетних детей. Обратите, пожалуйста, особое внимание на то, где гуляют ваши дети. Проведите с детьми профилактические беседы по недопущению игры близ водоемов, тем более на льду. Тонкий весенний лед таит немало опасностей. Ежегодно его жертвами становятся и отчаянные автолюбители, и пешеходы, рискнувшие пересечь реку пешком. Нередко жертвами тонкого льда становятся и дети. Буквально вот вчера под городом Якутском спасли маленького ребенка. Хорошо, что рядом стоял мужчина по имени Хасан. Он спас ребенка, тем самым проявив мужество. Вот таких моментов не должно быть, в принципе. Это хорошо, что всегда и у нас рядом бывают такие люди, спасают детей. Несмотря на опасность, прыгают в холодную воду. Но было бы лучше, конечно, если бы этого вообще не случилось. За время дежурства каждые 10-15 минут на реке появлялись новые большегрузы. Но издалека, заметив на берегу людей в форме, меняли маршрут в поисках пути объезда и подвергая себя гораздо более серьезной опасности, чем административный штраф и профилактическая беседа. Александр Хавренко,
Джул Иннокентьев, Якутск. Ну а на дорогах столицы ведут сезонные ограничения по весу. До 1 мая на улицах появятся дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Временные ограничения ведут для транспортных средств весом более 8 тонн с учетом погодных условий и состояния автомобильных дорог. Проезд тяжелого транспорта со 2 по 31 мая запретят на дорогах общего пользования местного значения из-за сезонного снижения несущей способности конструктивных элементов автодорог. А с 1 июня до 31 августа ограничения для больших грузов будут действовать при дневной температуре выше 32 градусов. При этом в ночное время с 22 до 10 часов ограничения будут снимать. Исключение сделают для спецтехники для пассажирских перевозок жизнеобеспечивающих грузов. В республике колл-центр продолжает прием вопросов к прямой линии главы Якутии Айсена Николаева. На сегодняшний день по всему региону штабом отработано более 170 заявок с вопросом от населения. Большая часть обращений поступила из Ленского, Мирнинского и Нерюнгринского районов, а также города Якутска и арктических улусов. Напомним, в преддверии Дня Республики 25 апреля жители Якутии получат уникальную возможность пообщаться с главой республики в рамках традиционной прямой линии, где Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы, выскажет мнение о стратегических направлениях и новых задачах по развитию республики. Жители могут обратиться по любым вопросам. Сейчас пока что лидируют вопросы, связанные с ремонтом автодорог, транспортного комплекса в целом. Это и субсидированные авиабилеты, и общественный транспорт в городах республики. Также жители чаще задают вопросы о сроках расселения из ветхого аварийного жилья. Есть также вопросы и по социальной тематике. Это и вопросы здравоохранения, обеспечения врачами, получения различного рода выплат. Какие-то такие тяжелые, нестандартные ситуации также жители задают. И я, как уже отметил, все вопросы по мере поступления сразу берутся в работу. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики. Специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых можно защититься. 22 апреля в России началась единая неделя иммунизации. В связи с этим открыта горячая линия, которая будет работать до 30 апреля. Специалисты также расскажут россиянам о том, что такое национальный календарь профилактических прививок и в каких случаях проводится иммунизация. Единый центр функционирует в круглосуточном режиме по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Сегодня бригада мобильного хирургического центра начала работу в Мирнинском районе с начала Нового года врачами республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Выполнено около 120 операций в Нерюнгринском, Алданском, Ленском и Нюрбинском районах. В алмазной столице совместно с врачами Центральной районной больницы были проведены осмотры и подготовка пациентов. Уже завтра хирурги начнут оперировать. Работа выстраивается таким образом, что бригада формируется, исходя из потребностей конкретно взятого района и конкретно взятых больных. В данной ситуации у нас прибыли ортопеды-травматологи с целью эндопротезирования суставов. Мы знаем, что есть определенная очередность, и с целью проведения септопластики, потому что тоже есть определенная очередность и проведение данных видов оказания медицинской помощи на сегодняшний день на территории Мирнинского района невозможно. И жители вынуждены выезжать в город Якутск, либо в другие города Российской Федерации. Здесь же мы приезжаем и оперируем данный контингент на месте. К другим темам состоялась церемония подписания договора о совместной работе Союзов писателей Якутии и Казахстана. Литературные контакты Казахстана и Якутии имеют исторические корни. За весь период совместной творческой работы изданы несколько книг казахской литературы на якутском языке и якутских писателей на казахском. Так изданы якутские сказки, рассказы и антология поэзии Саха. Подписание состоялось в рамках Дней Якутии в Казахстане с участием писательских сообществ двух республик. История достаточно серьезная, потому что она начиналась еще 20-е, 30-е годы нашими аксакалами, которые дружили с казахскими писателями, учились вместе с ними в Москве. А дальше эту дружбу, эту эстафету продолжили Семен Петрович Данилов, Сафрон Петрович Данилов. Они уже
начали проводить взаимный обмен днями литератур в Якутии, в Казахстане. И с казахской стороны я могла бы назвать сподвижников, которые очень много сделали для нашей дружбы. Это Калаубек Турсункулов, Шерхан Муртазаев, Турсуная Разбаева, Улугбек Издаулетов, которые никогда не забывали о своих казахских друзьях-литераторах. Во Владивостоке прошла встреча студентов целевого обучения с представителями Государственного комитета по занятости населения и Министерства образования Республики Саха-Якутия. Приглашенные гости обсудили со студентами вопросы трудоустройства. В Приморье обучается 60 целевиков, из которых 37 учатся в Дальневосточном федеральном университете. Цель мероприятия – привлечение молодых кадров для трудоустройства в Якутии. В дальнейших планах организация ряда событий, направленных на помощь студентам в трудоустройстве в компаниях Якутии. Безусловно, те студенты, которые сейчас учатся по целевым договорам, очень важно, чтобы они вернулись в нашу республику, очень важно, чтобы они уже на стадии обучения знали своего работодателя, знали те условия, на которые они приедут. И действительно, после выпуска отработали определенное количество времени, а желательно и остались работать у нас в республике. К 1 июня в России появится перечень рекомендованных для подростков профессий. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления российских студенческих отрядов Михаил Киселев. В перечень войдут курьеры, дизайнеры, помощники, вожатых. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Летние каникулы – возможность для подростков не только отдохнуть, но и заработать и набраться трудового опыта. Чтобы помочь в этом, в России создадут перечень рекомендованных для них профессий. Он может создать четкие алгоритмы трудоустройства несовершеннолетних. Кроме самих профессий, для работодателей создадут перечни документов, которые нужно оформить при трудоустройстве несовершеннолетних по конкретной профессии. Подросткам также подпишут пакет документов, который необходим для трудоустройства по каждой специальности. В России первый трудовой опыт до 18 лет получает каждый 10-й подросток, сообщил ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. В 2023 году центры занятости помогли найти подработку на каникулы для 600 тысяч молодых людей. Больше всего предложений для подростков в сфере продаж. На них приходится 8,3% всех объявлений о работе для несовершеннолетних, сообщили в Авито Работа. Далее следуют работодатели в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Много вакансий для подростков в сфере маркетинга, рекламы и пиар. В среднем заработок подростка составляет 43,4 тысячи рублей. За год он вырос на 13,2 тысячи рублей. Доходы сильно разнятся в зависимости от региона. В Калужской области самые высокие доходы несовершеннолетних – около 80 тысяч. Самая низкая зарплата подростков в Костромской области – 4 тысячи. В Забайкальском крае – 8 тысяч рублей. При этом в обоих случаях за год произошло существенное снижение зарплатных предложений для молодежи. Сегодня самые высокие зарплаты предлагают подросткам торговые организации. Работа курьером или сборщиком, упаковщиком заказов дает максимальный доход. А вот творческие специальности, такие как аниматор, актер и копирайтер, большого дохода не принесут. Профессии могут сильно отличаться по возрасту допуска к ним несовершеннолетних. К примеру, на водительские права можно сдать 17 лет, но работать водителем до 18 лет все равно не получится. Мастеров по маникюру не нанимают младше 16 лет. К тому же сильно разнится список документов. Поэтому необходимы рекомендации, которые помогут подросткам разобраться в том, на какие специальности не могут быть приняты. Одобряют трудоустройство школьников на летних каникулах 88% россиян, свидетельствуют результаты опроса НАФИ, проведенные для «Российской газеты». При этом взрослые заинтересованы в занятости молодежи больше них самих. Вступает за работу школьников во время летних каникул 93% людей старше 35 лет. С 45 лет доля поддерживающих занятость увеличивается до 95%. А вот молодежь до 24 лет гораздо реже одобряет раннюю работу. Среди них 75% выступают за летние подработки, хотя доля тех, кто «за», очень высока. К тому же отрицательно к ранней работе относятся лишь 14% молодых людей. Бизнес участвует в разработке мер, направленных на снижение кадрового голода на рынке труда. Ряд инициатив сейчас сформирован деловой Россией, сообщил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения организации Дмитрий Панов. В деловой России также предлагают развивать удаленный формат работы, особенно для вовлечения в трудовую деятельность лиц пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями. Власий Сергеев, Юрий Осипов, Якутск.
Все лучшее детям. Готовность строящегося в Старой Табаге детского центра «Полярная звезда» составляет 60%. О ходе строительства расскажет наш корреспондент Аманотов. Детский центр будет располагаться в 8 зданиях. 4 из них – это жилые корпуса, остальные 4 – учебные блоки. В том числе технологический, спортивный, образовательный и самый масштабный – медицинский. На сегодня в Республике Саха-Якутия охват детей у нас летним отдыхом составляет всего лишь 40%. Это примерно 72 353 школьника мы можем охватить. И понятно, что с вводом этого, круглогодичного здания у нас увеличится примерно, мы рассчитываем охват уже в следующем году увеличить на 51,6%. Бюджет на строительство детского центра «Полярная звезда» составил 2 миллиарда 800 миллионов рублей, из которых 360 миллионов из федерального бюджета, а 250 миллионов из регионального. Остальные средства были собраны благодаря частным инвесторам. Объект полностью у нас автономный. Хочется отметить, что у нас свое водоснабжение, свои канализационно-очистные сооружения, своя котельная. Соответственно, мы не зависим ни от каких ресурсов, так сказать, снабжающих организаций. Полностью, так сказать, работаем на себя. И, соответственно, для нас, конечно же, гарантия безопасности детей, так сказать, на первом месте. На сегодняшний день готовность объекта составляет 60%. Основные виды работ запланированы на летний период. На данный момент строителям осталось закончить внутренние и отделочные работы. То есть заливка пола, монтаж окон, отделка стен и потолков. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Аманотов, Иван Саракаумов, Якутск. В Якутске состоялось торжественное закрытие муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года». В конкурсе приняли участие 15 воспитателей дошкольных образовательных учреждений города Якутска. Соревнование прошло по 2 этапам. На первом этапе участники показали приемы обучения, воспитания и развития дошкольников. Также ответили на вопросы профессиональных задач. Во втором этапе программа «Ток-шоу». Напомним, что конкурс проводится ежегодно, и с каждым годом количество конкурсантов становится больше. Победителем конкурса «Воспитатель года» стала Татьяна Исагалиева, воспитатель детского сада номер 75 «Ивушка». Дети, родители, которые переживали за своих конкурсантов, сегодня будут чествовать и отдавать дань нашим лидерам и победителям конкурса «Воспитатель года». Хотелось бы сказать, что мы их считаем всех победителями, потому что действительно в этом году в конкурсе городском участвовали молодые воспитатели дошкольных учреждений города Якутска. Весело и интересно прошла библионочь в детской библиотеке города Ленска. Название вечера «Читаем всей семьей». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В этот день в детской библиотеке для детей и родителей прошла интересная и насыщенная программа. Читателям предлагалось посетить несколько станций. Все дружно и весело отправились в увлекательное путешествие. Первой на пути ребят была станция «Ароматная». Мы решили провести такой сектор, сделать аромакниги. Это когда дети по ассоциации, по запаху могут определить, что за книга. К примеру, пахнет луком, да, это чиполлино. Определяют, хорошо определяют. Да, им, детям очень понравилось. На этой станции была представлена уникальная коллекция ароматов. Ребятам предстояло угадать, что за аромат спрятан в волшебной баночке, и определить, к какой из сказок он относится. В гостях у Чебурашки, дудочка, кувшинчик, дедушкина смородина, запахи апельсина, смородины, земляничного варенья, земляники. На станции литературной гостям нужно было угадать детских авторов, изображенных на фотографиях, а также определить, какие произведения ими написаны. На станции космическая ребята собирали космический аппарат, а также смоделировали костюм инопланетянина при помощи подручных материалов. А давайте все так просто сделаем. На доисторической ощутили себя палеонтологами. В раскопках находили останки динозавров, вымерших в далекие времена, а также растопили замерших в ледниковом периоде. Мы растапливаем динозавра, а когда одному человеку становится холодно, мы передаем другому. А у нас пока получается трицератопс. А еще ребята на одной из станций сделали книжку-малышку о здоровом образе жизни. Я специально позвала мамочек,
папочек, для того, чтобы не только детки постарались, выполнили творческую задачу, но и обязательно, чтобы родители в это включились. Видно, что детям очень интересно, они с увлечением вырезают, клеят. Всероссийская акция «Библия-ночь-2024» подарила всем участникам массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Гости праздника получили новые знания и хорошее настроение. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. И в Нюрнбергской городской библиотеке «Библия-ночь» собрала сотни участников. В этом году она прошла под эгидой Года семьи в России и детства в Якутии. Подробности в нашем сюжете. «Библия-ночь» собрала в городской библиотеке целые семьи нерюнгринцев с детьми. Самое активное участие в мероприятии приняли именно дети, которые пришли в Нерюнгринскую городскую библиотеку вместе с родителями, дедушками и бабушками. Данное мероприятие с аншлагом проходит у нас каждый год, и наши нерюнгринцы знают, что здесь будет очень интересно, познавательно, что каждый по душе найдет для себя какое-то занятие. Поэтому у нас в «Библию-ночь» всегда очень людно, и вы можете в этом убедиться. Участников ждали разнообразные мастер-классы, игры, конкурсы, креативные фотозоны, студия аквагрима, кинозал с демонстрацией фильмов, буфет и многое другое. Сегодня Центр правовой и деловой информации подготовил правовой баттл родителей против детей. Лидируют, кстати, в основном дети. Они знают свои права, знают, как называется наша страна, знают символику нашей страны. Помимо этого у нас специально подготовлена игротека. Семейные игры, в основном шахматы, шашки, бродилки, ходилки, морской бой. И мы подготовили фотозону «Встреча в Париже». Так что можно к нам прийти, насладиться атмосферой, культурой, сыграть, ну и поднять себе настроение. Осенний вечер за окном, вьюга косу заплетает, бьются мысли перед сном, что снежинки улетают. Также была оформлена выставка семейных фотографий «Счастье быть вместе». Состоялся концерт «Талантливые семьи, талантливые во всем», где выступали известные творческие семьи города Нерюнгри. Вместе с ними на праздник пришли нерюнгринские поэты и композиторы, барды и музыканты, с которыми состоялась литературно-музыкальная встреча. Я тут не первый год, и это очень классное мероприятие, и я его люблю. Мероприятие хорошее, мне нравится. Я пришел с мамой и сестрой. Мы делаем сегодня мастер-класс вот таких красивых браслетиков. Вот детки с под впечатлением делают вот такие браслеты. «Библия-ночь» в городе Нерюнгри прошла уже в 13-й раз и подарила участникам самое прекрасное настроение. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. О том, когда будут отдыхать россияне в следующем месяце, расскажет Петр Васильев. Народная примета безошибочно Когда? По гласит: датам же? наступает май, жди длинных выходных. Как отдыхаем на майские праздники в этом году, расскажем в ближайшие несколько минут. Выходными на майские праздники будут два периода по 4 дня. С 28 апреля по 1 мая, то есть с воскресенья по среду включительно, а также с 9 по 12 мая, с четверга по воскресенье. 27 апреля, суббота, будет рабочим днем, так что перед праздниками россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Такие объемные выходные получились из-за переноса дат с других свободных от работы дней. Выходной 27 апреля, суббота, перенесли на 29 апреля, понедельник. 30 апреля, вторник и 10 мая, пятница. Россияне будут отдыхать после переноса выходных, соответственно, со 2 ноября, суббота, и 6 января, также суббота. В государственные праздники не отдыхают сотрудники непрерывно действующих организаций, экстренных служб, СМИ, а также те, у кого подобный пункт записан в трудовом договоре. В выходные дни работают артисты и представители творческих профессий. В таких случаях чаще всего работники трудятся по сменному графику с плавающими выходными, и некоторые рабочие дни вполне могут выпасть на праздники. Также сотрудники могут привлекаться к работе в форс-мажорных обстоятельствах и для выполнения заранее непредвиденных работ. Работать в выходные можно по взаимной договоренности между работником и работодателем. Тогда сотрудник либо выбирает в качестве выходного дня отгул в рабочий день по выбору, либо двойную компенсацию рабочего времени или смены. К работе в выходные дни при этом нельзя привлекать несовершеннолетних, беременных и сотрудников с медицинскими противопоказаниями.
Россияне тем временем активно бронируют туры на отдых в майские праздники. Самые популярные направления – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Сочи. По данным опросов, только 6% россиян сейчас предпочитают ездить за границу, а 85% активно путешествуют по своей стране. Большинство респондентов сообщили, что готовы потратить на поездку от 30 до 50 тысяч рублей. А самым дорогим отдых будет в Сочи. За границей при этом чаще всего россияне сейчас выбирают гостиницы в Италии, Франции, Беларуси, Испании и Таиланде. Популярностью пользуются авиабилеты в Турцию, Индонезию, Китай, Японию,